Уйгуры Монгольской империи. История династии Юань, том 124, Тататунга. Тататунга был уйгур. Он был умен и красноречив, прекрасно знал родной уйгурский язык и письменность. Найманский Даян Каган почитал его как наставника, даровав ему право распоряжаться золотой печатью и управление казной. Во время западного похода Чингисхана, государство Найманов было разгромлено. Тататунга бежал с печатью, но был схвачен. Чингисхан с бранью спросил его: «Народ и земли Даян Кагана уже все перешли ко мне, зачем ты унес печать?» Тататунга ответил: «Это мой долг как министра. Я буду защищать ее до самой смерти. Я хотел только сохранить ее для моего Кагана. Как же я мог поступить иначе?» Чингисхан сказал: «Ты человек верный и почтительный». Затем он спросил: «Для чего используется печать?» Тататунга ответил: «Для расходования казны, назначения людей на должности, для всех государственных дел, она служит знаком подлинности документов». Чингисхан остался доволен Тататунгой. Чингисхан назначил Тататунга своей правой рукой. С того времени во всех указах стали ставить печать и поручили хранение ее Тататунге. Чингисхан спросил Тататунгу: «Ты ведь хорошо знаешь письменность своей страны?» Тататунга ответил, и императору это понравилось. Он повелел обучать наследника и князей уйгурскому письму для записи государственного языка. Когда Тайцзун Угэдэй взошел на престол, он повелел Тататунге ведать дворцовой печатью, золотом и шелками. Его жену, госпожу Ухэли, назначили кормилицей царевича Харачара. Угэдэй осыпал ее милостями и щедрыми подарками. Тататунга собрал сыновей и сказал: «Государь доверил вашей матери воспитывать царевича и за это одарил нас. Разве можно брать все себе? Прежде всего должно снабжать царевича, если останется, тогда делить». Угэдэй услышал об этом и сказал приближенным: «Раз Тататунга отдает мои дары прежде всего на нужды царевича, ясно, что он честный и преданный человек». С тех пор Угэдэй обращался с ним все более учтиво. Тататунга скончался от болезни. В третий год правления Чжида, 1310 год, ему был пожалован титул Чжунфэндафу, признание его государственных заслуг, и посмертно даровано дворянское звание Яньмэньгун, герцог Яньмэнь. У него было 4 сына. Старший, Юхумиши, был человеком большой храбрости и стратегии. Когда Хундухай восстал в Саньпане, Юхумиши охранял лагерь внука императора царевича Татога, выступил против Хундухая и разбил его. Преследуя их, Дачжабеле встретил соединенные силы Аландара, снова вступил в бой и погиб. Второй, Лихун Миши, обладал великой силой. Однажды на охоте отстал от спутников, встретил 3 разбойников. Лихун Миши вступил с ними в схватку, всех поверг и связал. Император вызвал его, велел бороться с отобранными силачами, но ему не оказалось равного. Император восхитился им, наградил золотом и велел служить в дворцовой страже. Третий, Сулахай, унаследовал должность отца, также ведал дворцовой печатью, золотом и шелками. Четвертый, Думянь, ранее служил царевичу Харачару. При Сэцэзу, Хубилая, вместе с матерью явился ко двору. Ему предложили официальную должность, но он отказался, сказав, что не имеет заслуг. Был назначен командовать императорской гвардией. Позднее его отправили послом в Лядун. Скончался, получив титул Яньмэньгун, герцог Яньмэнь. Его сын Абишиха был назначен Пинчжэншжэнши, вице-губернатор Шинсийской провинции.